Модные яркие платья, необычные образы, красивые прически, свет рамп, блестящие короны и волнение участниц. Праздник красоты, тепла и мира обещает быть насыщенным. Конкурс «Мисс и Миссис Россия Абхазия. Земля-2021» впервые проходит на абхазской земле. В нем принимают участие представительницы прекрасного пола из 30 регионов России, а также Абхазии. Нашу страну на конкурсе представляет Каролина Квициния. Она единственная, кто подала заявку на участие. Я родилась в городе Баку, мне 41 год. Я вышла здесь замуж, родила ребенка и успешно развиваем семейный бизнес свадебный уже на протяжении 7 лет. Я решила поучаствовать в этом конкурсе с глобальной целью. Моя мечта – построить самый большой детский развлекательный парк в Абхазии, и я ищу инвесторов. Поэтому решила общественно преподнести эту информацию. В первый день конкурса девушки представили творческие номера. Выступление каждой красавицы предваряла видеовизитка, в которой участницы рассказывали о своей жизни, хобби и мечтах. Каролина выступила под номером 20 и представила свою коллекцию детской одежды. Мне более 20 лет увлекалась шитьем профессионально, то у меня здесь маленький мини-показ с маленькими детками. В конкурсе участвуют красавицы от 18 до 60 лет. Это мероприятие отличается от традиционных конкурсов красоты. Здесь нет строгих стандартов, которым должны соответствовать участницы. Организаторы конкурса заверяют, каждая женщина в любом возрасте прекрасна и может стать обладательницей короны первой красавицы. Главное – внутренняя красота, стремление изменить мир к лучшему. Очень люблю мир, весь мир и планету Земля. И моя родина – это планета Земля. И для меня этот конкурс как бы подарок для своей души. Марьяна Романова – единственная азиатка на конкурсе. Она представляет республику Саха. Совсем недавно девушка участвовала в Сочи на всероссийском конкурсе «Самое красивое лицо России». Там она также представляла республику Саха. Выиграла в номинации «Королева Азии». С ней и приехала в Абхазию. И хотела бы поприветствовать народ Абхазии. Очень гостеприимный народ. И у вас страна очень красивая. Природа просто потрясающе красивая, что просто лишних комментариев и не надо. И, наверное, еще много-много раз буду возвращаться и приглашать своих земляков. Победить в конкурсе красоты мечтает каждая девушка. И это прекрасная возможность проявить себя, говорят участницы. Среди красавиц девушки разных профессий – педагоги, певицы, воспитатели, портные, предприниматели и домохозяйки. Эльвире Приказчиковой 51 год. Она бабушка 3 внуков и успешная бизнес-вумен. В Абхазию приехала из Самары. Для меня большая честь представить свой город не только очень волнительно, но и ответственно, потому что руководитель департамента культуры Шестопалова Татьяна Викторовна передавала огромный привет земле Абхазии, потому что она уроженцы вашего края, и в то же время передала сувениры для жюри. И вот я передаю привет от нее вам. А это представительница из Нижегородской области. Впечатлений просто масса. Огромное количество всяких красивых мест мы видим вокруг каждый день. Кучу людей интересных мы встречаем, со всеми общаемся. И прямо это очень дает много классной энергии. На следующий день после представления творческих номеров девушки отправились на столичный стадион «Динамо». Сегодня у девочек спортивный день. И Ахрик Цвейба, наш заслуженный мастер спорта СССР, а также чемпион международного класса по футболу и звезда Абхазии, да, это легенда Абхазии, он с нами. И сегодня преподает девочкам, как мы сказали, нормы ГТО они будут сдавать. А затем девушки поехали в стрелковый клуб и проявили себя в стрельбе. В общем, график у красавиц очень насыщенный. Финал конкурса пройдет вечером 13 июня в Абхазском драматическом театре. И будем рады видеть всех. И действительно, это будет великолепное шоу, на которое приедет Родион Газманов, а также Артур Бест. Это тоже, наверняка вы знаете его по песням «Я украду ее» вместе с Александром Шоа.
они дуэтом пели. Вот он уже сегодня приехал присоединиться к нам на стрельбище. Вот, а Родион будет вести у нас весь вечер, а также подарит несколько песен. Вот, то есть у нас культурно насыщенная программа, в которую, кстати, и ансамбль «Кавказ» войдет, и национальный колорит. Все будет соблюдено в лучшем виде. Вот. И в понедельник уже после те, кто победят на конкурсе «Королевы наши» и королевы прошлых лет, которые приехали поддержать конкурс, мы в парке Махаджиров сделаем социальную акцию по озеленению «Моя земля» и посадим деревья. Победители в 2 номинациях, помимо короны и ленты, получат возможность участия в конкурсе «Мисс и миссис Земля-2021», который пройдет в Лас-Вегасе. Идея провести этот конкурс в Абхазии возникла в ноябре прошлого года, когда совместно с Абхазией была создана Национальная ассоциация культуры, спорта и красоты. Главная ее цель направлена на развитие дружеских и добрососедских взаимоотношений между двумя странами. Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Республики и Абхазской торговой промышленной компании. Это привлечение туризма, это популяризация Республики Абхазия. Девушки из 30 регионов России, которые приехали сюда, они каждая, это королевы своих регионов, они приехали на финальную стадию. То есть большое внимание 30 регионов и не только Россия прикреплено к этому мероприятию. Но все же главная цель конкурса – показать, что каждая женщина по-своему уникальна и прекрасна. И еще раз напомнить, что истинная красота, она внутри. Гугуца Вардания, Давид Хашик, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.